Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за раздел «Культура одежды». Задание на чтение и письмо. Прочитайте рассказ, прочитайте текст «Обидевшаяся одежда». Жил-был мальчик Андрюша. Он очень не любил одеваться. Летом бабушке удавалось с ним справиться, потому что ничего особенного одевать на Андрюшу не приходилось. А вот с наступлением холодов начиналось трудное время. «Не хочу, не буду, не одену!» – кричал Андрюша и убегал от бабушки. Но однажды случилось вот что. Андрюша с бабушкой, как всегда, собирались гулять. «Надень колготочки», – упрашивала бабуля. «Не буду», – отпихнул бабушкины руки Андрюша. «Почему?» – расстроилась бабушка. «Они некрасивые», – ответил Андрюша. «А свитер тебе тоже не нравится?» «Не нравится, он противный, колючий». «А ботиночки ты тоже не любишь?» «Нет, у них шнурки, я не хочу их завязывать». Все вещи, которые Андрюша обижал, собрались и ушли. Андрюше нечего было одеть, и он понял, как сильно их обидел. «Колготочки, свитер, комбинезон, ботинки, шапочка!» – закричал Андрюша. «Вернитесь, пожалуйста, ко мне. Я теперь всегда буду одеваться сам и не буду спорить с бабулей». Вещи простили Андрюшу и решили вернуться. «Здравствуйте, мои дорогие вещи! Какие вы, оказывается, замечательные!» Первое задание. Докажите, что данный текст относится к сказке. Запишите 3 стилистических признака. Первый признак. Как и сказки начинаются «Жил-был мальчик». Все вещи собрались и ушли. Это второе доказательство, что это сказка. Третье доказательство – вещи простили и решили вернуться. К какому типу относится данный текст? Б. Повествование. Приведите доказательства о принадлежности текста к данному типу. Конечно же, здесь повествование ведется от первого лица. И события. Есть начало события, развитие действия и итог события. Развитие действия идет по цепочке и большое количество глаголов. Жило-было детское платьице и туфельки. Уже долгое время спорили они между собой о том, кто же красивее и полезнее для девочки Маши. «Я, — сказала платье, — приношу очень большую пользу. Если понаблюдать за маленькими девочками, можно заметить, что с первых лет жизни они уже обращают внимание, что на них надето». «Подожди, — рассердились туфли. — Хорошая вещь для принцессы должна быть легкой, обязательно по размеру, с нескользящей подошвой и украшенной разными бусинками». Тут проснулась Машенька. Встала, потянулась, надела платье и туфли, приговаривая: «Сегодня я в садике буду самой красивой, ведь у меня такое великолепное платьице и туфли». И отправилась с мамой в детский сад. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!